как вы относитесь вот в Набережных Челнах, чтобы как-то поддержать театры? Ну, может, это делается и в других городах. Мэр ввел такую практику, как спонсорские концерты. То есть, ну, например, на любой спектакль этого театра мэр объявляет этот спектакль спонсорским. Все платят там по 2-3 тысячи рублей за билет, и бизнесмены забирают полный зал и сидят, смотрят этот спектакль. Ну, отлично. Они могут потом не приходить больше, но они уже тем, что уже пришли на этот спектакль, они принесли некие деньги. И все эти деньги, они остаются в кассе, скажем, театра, именно целенаправленно на постановку новых спектакля. И это было сделано и в Татарском театре, это было сделано и в Русском драматическом театре «Мастеровые». То есть это целенаправленная акция для того, чтобы у театра возникли хоть какие-то деньги для постановки новых спектаклей. Ну, очень хорошо. Это очень хорошо, но Набережно-Челнинский театр, он же не муниципальный только лишь? Нет, Набережно-Челнинский театр русский или татарский? Татарский. Татарский, он минкультовский, то есть он республиканский, но город его все равно не оставляет. И те же спонсорские спектакли, они проводятся и в Татарском театре тоже для помощи, потому что каким бы ни был подчинение, Татарский театр также обращается к городу с просьбой помочь, организовать гастроли. И мэр помогает. И мэр помогает. Ну, очень хорошо. Мэр помогает. Отлично. Во всяком случае... Значит, теперь вопрос качества переходит. Теперь вопрос качества. Да, с деньгами... Дальше начинается вопрос качества уже. А как качество сделать? То есть с деньгами был такой решение, качество, правильно? Давайте, я не буду, у меня есть такой этикет, когда меня начинают спрашивать, как вам, значит, спектакль этого? Нет. Как вам это? Нет, я не спрашивал ваше мнение. Нет, я заранее опережаю. Я не задал таких вопросов. Нет, вопрос качества прозвучал. Нет, вопрос качества. Как его улучшать? Мы никого не обсуждаем, мы не говорим, что плохо. Не знаю, как улучшать. Вы не знаете, как улучшается качество. Хорошо. Просто не знаю, как улучшать качество. Ну, хорошо. Вы не знаете. Ну, может быть, кто-нибудь знает в этом мире, как улучшается качество. Ну, как-нибудь оно улучшается. Хорошо. Хорошо. Итак, вы согласны, что основной зритель татарского театра это все-таки деревенские жители, либо выходцы из деревень, которые живут в городе? Или категорически с этим не согласны? Нет, я абсолютно согласен. Я же не сказал, что с этим не согласен. Согласен. Да, это преимущественно наша аудитория. Преимущественно наша аудитория. А когда составляется репертуар, вот это учитывается? То есть учитывается, скажем, мы же говорили вы сейчас очень интересную фразу до этого сказали о любви к зрителям, о заигрывании перед зрителями, об уважении к зрителям. Но есть некая данность. То есть мы знаем приблизительно, какая социальная группа. Когда зритель приходит в зал зрительный, он как это говорят, он из толпы превращается в народ. Он из толпы превращается в народ. Поэтому это сразу возникает некая такая субстанция, и дальше надо просто не идти на поводу. Конечно, учитывать наверняка приходится. Я согласен, абсолютно, я тут не лукавлю. Конечно, учитывать все это приходится, но опять же вопрос баланса. Опять же вопрос баланса. И мне кажется, зритель, когда он приходит в зрительный зал, он невольно, если он невольно как-то объединяется, потому что, когда наблюдаешь за ними в фойе, да, это одни. Они там, кто-то группками, кто-то там один ходит, кто-то там, они все разные, но когда они садятся в зрительный зал, и если есть что-то, что может их объединить. Хорошо. То есть вопрос ловушки, либо ловушкой становится зрительный зал, либо надо поменять позиции. Надо тогда, чтобы сцена стала ловушкой для зрительного зала. Надо как-то зацепить. Надо уметь, наверное, зацепить как-то. А дальше пошло. Хорошо. Вот
Насколько я понял, с ваших слов, вы любите наблюдать за зрителями? Ну нет, не особо, это я так сказал. Ну, во всяком случае, раз. Нет, например, я никогда не смотрю спектакль зрительного зала. Может быть, вы сможете ответить на это. Я его слышу, мне иногда достаточно слушать. Эти люди постоянные в основной своей, или там постоянно происходит какое-то обновление? Обновление происходит. Вот что обновление происходит. Но очень тяжело происходит, но оно так ощущается уже. Во-первых, очень много молодых. Очень много молодежи сейчас в театр приходит. Угу. Конечно, это также связано с репертуаром. Хотя я и сказал, что да, на трех сестрах или... Ну, на трех сестрах, если да, сидит... Или там был у нас спектакль «Гальджамал». Есть в репертуаре еще. Он такой непростой спектакль. Да, там сидит где-то... Ну, не полный зал сидит народу, но они же есть. Они же есть. Они же специально пришли. Они же не уходят, они же досматривают, они смотрят, они встают, аплодируют. И они привлекают таким образом. Например, когда мы сделали «Чайку» в Малом зале в 95-м году, и мы где-то год ее сезон играли в Малом зале, и очень многие вспоминают этот спектакль. То есть с этим спектаклем в татарский театр пришел совершенно новый зритель. То есть мы их пропускаем как через какую-то такую проверку. Мы их, то есть, конечно, в Казани зрители, я всегда говорю, что огромный процент зрителей не освоен. Мы работаем на очень небольшой процент зрителей. Потому что в оперном театре своя публика, да, о которой принципиально не ходит. Конечно, есть часть, которая туда и сюда ходит, настоящие театралы. Ну, процент зрителей мы как-то пытаемся сейчас, вводим всевозможные системы, рекламные какие-то, находим один из путей сейчас очень таких. А у вас один зал, я просто не помню. Два, там у нас есть еще малый зал. В малом зале, да, в малом зале у нас и Гоголь идет, у нас и Беккет идет. То есть у нас там очень интересный проект, у нас и Пантера, у нас приезжают и зарубежные какие-то коллективы, которые там работают. У нас происходят там поэтические вечера наших поэтов. Там зал, потом студенческие спектакли, дипломные спектакли там проходят. Он активно работает. Я как раз хотел спросить, например, вспоминаю, что в Москве, когда был киноцентр, был еще там отдельный вход, там был музей кино. То есть кино не для всех, скажем, да, то есть как некая экспериментальная площадка, где люди могли посмотреть Бюнюэля, если бы его там по экономическим соображениям не пустят. То же самое я почему спросил про малый зал, как некая площадка для любителей там, ну, трех сестер, условно, там, скажем, да, Чехова, или любителей там какого-то я бы не сказал авангардное. Нет, я вот сейчас в малом зале готовим мы спектакль, наверняка премьера его будет в июне в рамках форума «Наурuz» по пьесе «Фоссе», есть такой норвежский драматург «Фоссе». Вот мы ее закончили с переводом, уже прошел один период, один этап. И вот мы готовим, я давно уже ничего не делал на малой сцене, в малом зале, мы готовим тот спектакль. А пьеса норвежского драматурга, очень такого, для нас, абсолютно для России, он малоизвестный драматург, Фоссе. То есть получается, что театр может себе позволить некую экспериментальную площадку и некоторые спектакли, скажем, на любителя. Да, да. Сегментированные, получается, да? Скажем, какие-то... Вообще есть экспериментальные театры, есть сейчас театры, которые, скажем, неподготовленный зритель может, немного опешив, там, я не назову их там полностью авангардными, скажем, с какими-то... Новые драмы назовем. Да. В рамках татарского театра такие течения возникают вообще? Вот как, сейчас уточню, вот как я как-то услышал рэп на татарском языке, да, то есть новое течение музыки пытается адаптироваться на, на татарском языке, и, наверное, у нее есть свои поклонники какие-то этого направления. Вот, скажем, всякие новые веяния театральные, которые происходят, на татарском языке, они могут возникать? Вот насчет татарского языка я не могу сказать, но так как я сейчас являюсь председателем Союза театральных деятелей, и
Он располагается в доме актера. Это очень хорошее помещение, там есть сцена, там есть зал. И вот буквально во время Тантаны мы вручали сертификаты 4 режиссерам, которые прошли режиссерскую лабораторию и сделали эскизы по текстам современных, но, к сожалению, получилось русскоязычных. Русскоязычных, там и журналисты, там и поэты участвовали, и филологи участвовали. И тема была одна: «Я люблю тебя». Ну, это не новости здесь никакой нет. «Я люблю тебя, Казань». Но для нас это все равно, для нашей Татарстана, для Казани это еще не было у нас. Вот. Там получилось очень любопытно. Это сначала в стенах университета возникло, в среде журналистов и филологов. Они собрали тексты определенные, объявили конкурс. Потом они не знали, что делать с этими текстами. Они обратились ко мне. Вот у нас такая вот идея. Я говорю: так давайте мы их театрализуем. Вот мы обратились к тем, кто хочет попробовать себя в режиссуре. Потому что есть у нас университет культуры, там есть кафедра режиссуры. Вот. И откликнулось, человек 10 откликнулось. Мы сначала раздали им эти тексты, они выбрали сами эти тексты. В общем, короче говоря, осталось 4 человека. И вот в июне месяце они будут показывать полноценно уже вот эти работы. Да, эти тексты шокирующие. Да, они, там и нецензурная лексика присутствует. Но вот если посмотреть, там Регина Саттарова, там Нафиса, как ее фамилию не помню, там Айдар. Понятно. И одна Юлия Захарова. То есть русскоязычные, но принадлежность национальной, да, они татары, они русскоязычные. И все тексты в основном, конечно же, принадлежат тех, кто пишет на русском языке. Я сначала думал, почему так, почему наши никак не откликнулись на это, пишущие на татарском языке. А потом очень просто объяснение нашлось. Потому что тема «Моя Казань» их абсолютно не волнует просто. Почему? Ну как она их может волновать? Они же не выросли в Казани. Понятно. Если бы была тема «Я люблю тебя Атня», там, «Я люблю тебя Апаз», «Я люблю тебя, да, Мамадыш», там, все, кто выходцы оттуда, они бы написали замечательные красивые тексты. А здесь «Я люблю тебя, моя Казань», поэтому, наверное, я думаю так, что это очень важный такой момент, когда они не смогли. Вот. И да, возникли на вот эти современные тексты, там очень любопытные, очень такие дерзкие тексты. Вот, и ребята очень хорошо поработали. Вот в июне месяце мы будем это показывать в рамках форума на Урусе. В Казани? В Казани, да. В стенах Дома актера. Челны не привезете? Ну, если пригласите, мы можем их привезти. Нет, это правда очень любопытно. Но дело в том, что они определили для себя определенное пространство, в котором это будет показываться. Один показал в подвале библиотеки, другой показал там на лестничной клетке, одна все-таки на сцену вышла, другая около туалетов сделала это все. Это такой перформанс получился, в общем, по большому счету. Это нельзя назвать такой театральной постановкой. Ну, понятно. Вот этим я тоже как бы интересуюсь, увлекаюсь. Я не знаю, найдет ли оно себе как бы выражение действительно на сцене татарского театра, но, может быть, на малой сцене мы рискнем что-то такое сделать. Почему нету? Потому что вот сегодня на пресс-конференции тоже возникал этот вопрос, какая же должна быть современная драматургия. Мне кажется, она должна быть, пусть она будет однодневкой, но она должна отвечать на те вопросы, которые, наверное, беспокоят общество, беспокоят молодежь, беспокоят определенные социальные слои. Мне кажется, это обязательно должно быть. Иначе тогда зачем это все? Если театр также должен откликаться, вот что вот сейчас прямо произошло. Завтра она уже будет не актуальна, но все-таки. То есть тема актуальности в театре, она достаточно... Мне кажется, она должна быть. Она должна быть. Только сидеть и делать классические произведения, мне кажется, это отпугнет. То есть вас не пугает, например, такое слово, как «модный», современный, модный? То есть тот, нет, как раз это меня пугает. Почему? Пугает? Да. Ну не то, что пугает, но я не люблю это. Модный, это как-то. То есть вы не хотели бы стать модным? Нет. Большое спасибо. Пожалуйста. За то, что
пришли. Приезжайте сюда почаще. Спасибо. Мне кажется, городу не хватает театра, не хватает искусства. И поэтому я вас приглашаю, не только ваш театр, я приглашаю через вас, как руководителя Союза театральных деятелей, пусть приезжают другие театры, пусть в Набережных Челнах будет очень много театров. Да, дай бог. Спасибо вам. Пожалуйста.